Ветерану тыла и труда Марии Афанасьевне 84 года. Впервые она подала заявку на участие в проекте «Народный бюджет» 3 года назад. С тех пор Мария Афанасьевна постоянный участник. Говорит, нет времени даже на любимое радио. Я слушала по радио прямой эфир. Там говорили, что всякие деревни, города, районы имеют какие-то достойные места, чтобы людям показать. А в нашем городе что должно быть? А мы славимся алмазом, бриллиантом. Почему бы в нашем городе сверкал и со всех уголков Якутска видно было алмаз? У подножия Чочур-Мыран красуется бриллиантовый серге, хумус, чарон и мини-водопад. Это плоды ее трехлетней работы. С момента участия городская мэрия выделила на проекты Марии Афанасьевны около 2 миллионов рублей. У самого возрастного участника народного бюджета все еще много интересных идей. Энтузиазму Марии Афанасьевны можно лишь позавидовать. Она уже подала заявку на участие в проекте «Народный бюджет» в следующем году. Для завершения своего проекта ей осталось установить фонтан. В этом году экспертная группа для реализации отобрала 42 программы на сумму порядка 30 миллионов рублей. Одним из самых интересных проектов обещает стать продолжение благоустройства Лебединого озера. Особенностью народного бюджета является то, что это реализация проектов населения. С местного бюджета на такие проекты, как реконструкция, строительство, ремонт общественных объектов. В прошлом году было более 300 заявок, из них отбор прошли 42 проекта. Они сейчас на местах исполняются по срокам. Сбор заявок от горожан на софинансирование проектов продлится до 1 ноября. По условиям конкурсного отбора инициаторы вкладывают не менее 20% от общей стоимости проекта и должны реализовать в течение следующего года. Владимир Судулов, Илларион Федоров, Вести, Якутск.